Здравствуйте! Для якутян приход весны – это всегда праздник. Особенно первым лучам солнца радуются жители северных арктических районов. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отдых на природе, рыбалка. Кстати, а как клюет за полярным кругом, лучше всего спросить у Михаила Александровича Винокурова. Он был охотником, оленеводом, табунщиком и механиком. А в 1981 году он стал лучшим рыбаком в Алазейском наследии Среднеколымского района. В 10-й пятилетке, а это период с 1976 по 1980 годы, он выловил тогда и сдал 82 тонны рыбы. Все мы помним из истории, что в СССР тогда жили по пятилетнему плану развития народного хозяйства. И каждый пятилетний план СССР представлял собой набор целей, направленных на укрепление экономики. И да, вы не ослышались, за 4 года Михаил Винокуров выловил ровно 82 тонны, а план был в 2 раза меньше. Раз на раз не приходится, признавался съемочной бригаде известный рыбак, но факт остается фактом. Хорошо клевало и в этот съемочный день 1981 года. Запечатлеть реальный улов, отснять такие живые кадры не так-то просто. Это могут подтвердить операторы, которые работали в таких условиях. Эти кадры снял для нас известный кинокорреспондент, член Союза кинематографистов ЯССР, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры ЯССР Никандр Егорович Савинов, который работал в Восточно-Сибирской студии кинохроники с 1962 по 1985 годы. Не только как оператор, но и как автор съемок, а также сценарист. В Национальном центре аудиовизуального наследия хранятся около 800 сюжетов Никандра Егоровича Савинова, а это почти 5% от общего фонда. И это наше богатое наследие, наследие Якутии. Но вернемся к герою наших съемок, Михаилу Винокурову. Новый сезон для него в 1981 году начался очень удачно, но и вдвойне ответственно. Ведь его, Михаила Винокурова, избрали членом Среднеколымского райкома партии. В белой бесконечности Заполярья прописано зимовье Михаила Винокурова. Полярно ночью греют и воспоминания. А каждый его приезд домой – это всегда праздник. Ни звон рычев, ни гомон птиц, а ребячье разноголосие – верный признак прихода северной весны. Большим праздником детского творчества была отмечена весна 1981 года. Раз в 2 года в республике проходили такие выставки, которые вызывали большой интерес и взрослых, и детей. Организаторы понимали всю важность таких мероприятий, ведь очень важно передать детям любовь к национальному искусству, к ремеслам и к традициям. Даже одно перечисление участников достойно штрих к портрету Якутии того времени. 145 средних школ, 89 восьмилетних, 6 дворцов пионеров. Всего 3500 ребят. Коллективный рассказ о преобразовании края, о сказках, о былях, о дружбе, о красоте родной земли. Красота родной земли и края в одном этом кадре. Приезжему человеку может показаться, что здесь, в Нижнеколымском районе Якутии, зима еще в разгаре, но старожилы уже радуются концу долгой полярной ночи и наступлению весны. Для Дмитрия Иннокентьевича Каургина, бригадира передового оленеводческого звена, начинаются новые заботы. И главное среди них – сохранить и вырастить к следующей зиме молодняк. Посмотрите на эти кадры, такие красивые и счастливые лица. Вместе с Дмитрием делит трудности кочевой жизни и его семья. А у жены Ольги Ивановны, кроме работы в звене, есть еще одно почетное дело. Она депутат Верховного Совета Якутской АССР. На этих кадрах семья Каургиных собирается в поселок Тикси на традиционное Заполярье праздник солнца. Здесь, в долине встречи, проходят проводы зимы. И хотя морозы еще не отступили, накал, праздничек, состязаний согревают и участников, и зрителей. Сейчас технологии операторской работы усовершенствованы. Мобильные камеры стали легче и мобильнее. Многие съемочные процессы уже автоматизированы. Но все равно, когда мы пересматриваем эти черно белые кадры 1981 года, отснятые для нас специально Никандром Егоровичем Савиновым, оператором Восточно-Сибирской студии кинохроники, мы чувствуем,
тепло и любовь в каждом кадре. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно.